Друзья, комрады, ближайшие родственники и родственники. Намутил я с родственниками. Короче, у меня тут поле новое выпало, такое интересное. Копать будет, наверное, очень просто, легко, не считая вот этих электролиний. Вот. Еще у меня есть большое поле. Сейчас с утра ходил на нем. Правда, ничего не нашел, к сожалению. Вот. Будем пробивать вот это вот. Если что будет, конечно, покажем. Вот такие дела интересные. Ну, поле как бы недалеко от селений, можно сказать, 3 километра, и везде тут дома, хозяйство, угодья. Но меня больше беспокоит электропередача. Ну, будем смотреть, что получится. Так, комрады, первая находка, не монета. Вот такая вот застежка. Много мусора, пробки, фольга. Короче, всякая ерунда. Уже минут 20 прошло, как я хожу. Ну, вот первая находка. Надеюсь, вот этого плясать будет вся система теперь. Будем искать. Продолжаю. Рождения продолжаются. Скажу вам, уже сегодня вот это видео я делаю уже на следующий день после начала того видео, что было. Вот, потому что вчера у меня батарея села, к сожалению. Находки были. Находки хорошие были. И в этой земле патина, она такая светло-зеленая. Монеты бывают в очень хорошем состоянии. Сейчас мне тут что-то выпало вроде. Сейчас глянь, вот. Вроде пуговка, да. Сейчас будем на пуговке смотреть. Вот пуговица. Вот протер, и слезла патина. Пуговица, может, и не старая. Да. Ну, факт в том, что здесь патина очень хорошая. Зеленая, светлая, зеленая патина. Глаз очень радует. Вчера нашел Луис 14, один дубле Тонуа. Нашел я вчера пуговицу 85-й этой воинской части пехотного соединения французской армии. Вот такие дела. Короче, много находок было, и думаю, будут еще. Вчера я просто по полю проходил, найти, может, где-нибудь что-то найду. Когда просто ходил, ничего не нашел. Начал ходить рядами, и пошли находки, короче. Даже пол поля не прошел еще. Много есть места ходить, короче. Задело, да? Задело. И только переворачивал, только начинал. И что-то я заметил. Тут-то. Что-то у меня тут есть. Тоже пуговица, что ли? Тоже пуговка. Да, пуговица. Так. Никакого узора нету. А так. Вроде. Узора нету или... Нет. Начала вот патина, как я говорил, образовываться. Зеленая. Сама пуговка золотистая. Но уже патина пошла зеленого цвета. Вот такие находочки здесь. Продолжаем. 15 минут копа. И вроде первая монетка. И вроде бы первая монетка. Видите, патина какая. Знающие знают. Рельефа-то вроде нету, но патина
Так, сейчас. Так, рельефа такого нету. Не остался рельеф, к сожалению. Тереть не буду, патина она влажная. Главное, что монетка есть. Вот. Сошел рельеф, к сожалению. Дамаж. Но монетка здесь есть. Поле не битое. Никто здесь не ходил и не думал. Я сейчас возле трассы нахожусь, и люди вот смотрят, удивлены, чем же этот злой чечен там занимается, елки-палки. Золото ищет. Они сразу подходят, спрашивают: вы золото ищете? Да, золото ищу. А давно вы во Франции? Второй вопрос. А чем вы занимаетесь? Золото ищете? Да, золото ищу. Вот. Такие дела. Ехали далее. Находочка. На этот раз пуговка. Пуговица такая маленькая. Вроде охотничья. Вон вижу олень выгравирован. Да, это охотник потерял, скорее всего. Вот. Интересно. Вот такие дела. Поехали. Наше поле дает свой урожай. И здесь у меня выпала пломбочка. Пломба от мешка. Сегодня даже еще посмотрю историю этой пломбы. Почему они на мешки вот эти пломбы вешали. На все ли мешки вешали или что, у них специальные мешки были. Не знаю. Я говорю, здесь разные разновидности этих пломб. Большие, маленькие. По-разному они бывают, короче. Ну, их тоже собирают, кстати. Коллекционируют. А так я возьму для коллекции тоже. Поехали. Вот на такой вот глубине, сантиметров 10, можно сказать. Вот такая монетка. Так. Рельеф остался, вижу. Вижу что-то, крест вроде. Так, это маленький Людовик XIV. Видите, все равно патину, видите, какая она? Замечательная патина. А если бы рельеф остался, это вообще не монетка, а супер штучка была бы. А сейчас вот так вот. 1676, что ли, год. Что-то вырисовывается вот здесь вот. Я не вижу сейчас. Не могу определить. Но монетку вы сами видите. Показывала до 91-92 на Деусе. Вот. Короче, класс. Поехали. Вот этой ямочки только что я вытащил монетку английскую. 1 франк, или как у него, сантиметр, как пенс, как у него называется? Стерлинги, фунт стерлинги, фунт онки, что-то такое у него написано. Вот отличная монетка, состояние классное. Вот такая монетка. Я делал прямой эфир на Фейсбуке. И как ее вытаскивал, вам показать вот это все удовольствие. Я не стал показывать. Все было на Фейсбуке, короче. Кто у меня там подписан, в подписчиках, наверное, могут посмотреть. Ну, вот такая монетка. Я очень рад, очень доволен. Ну, монетки как семечки падают здесь. Я доволен. А это, главное, еще не конец и не начало. Даже не середка.
предначальная стадия вот этого поля. Предначальная. Это где-то 100 на 100 я прошелся метров. Уже товару много. Находок, то есть не товару, а находок. Окей, продолжаю. Так. Хоп, как говорится, хоп. После английской монетки мне выпала еще какая-то монетка здесь. Патина. Это не монетка, это пуговица. Облом. Не. Весь азарт вот в чем я предвкушаю, в том, что если на то воля Всевышнего, то если найду здесь монету нормальную с рельефом, она окажется как, ну не знаю, как описать ее. Состояние будет отличное, хочется сказать, потому что, уже я много раз говорю, патина здесь выходит как бы специально заводская, такая чистая, нежная, красивая, короче, все вот эти элементы красоты на монете появляются. Я вчера нашел такую пуговку, но она просто шикарный вид у этой пуговицы. Шикарный вид. Вот, и от этого, вот видите, она скользкая такая, зеленая. И эта земля вот такая песочная. Земля такая песочная, интересная. И она не так съедает монету. Вот. Сейчас буду, тут вокруг полно полей. Сейчас буду именно вот эти места пробивать, искать хозяев, фермеров, буду к ним в гости наведываться, спрашивать у них, искать буду. Окей, продолжаю я. Рада, снова находка. На этот раз, я думаю, это какой-то религиозный медальончик был. Вот. То, что от него осталось. Вот так вижу крест. И с этой стороны что-то тоже есть. Надо будет почистить, посмотреть. Вот такая история. Едем. Очень интересная находочка у меня здесь. Нет, это не монета. Это пуговица. Видите, узор какой. Узор такой. Узор отличный такой, рельеф, красивая вещичка. Хорошо, погнали. Вам рада очередная монета. Вот она. Так, и что у нас здесь? Эпоха Людовика. 14-го вроде бы. Дубль турнуа. Жеква. Вот такая монетка. Фух, продолжаем. Времени все мало на сегодня. Надо искать. Почему-то мне кажется, что у меня еще одна находка. Вот звенит в ушах. Наверное, слышите, да? Вот такой кайф у меня от этих наушников. Пищит, короче. Неперестанно из-за вот этой вот линии электропередач. Ничего поделать. Здесь у нас что-то есть. Так. Возьмем ее вот так. Так, что у нас тут видно? Не видно ничего. Ничего не видно.
Видно, что монета. И все. А что за монета? Почему она здесь оказалась? За что она здесь? Никто не знает и не узнает. А я продолжаю. Так. У нас находка от светильника, от лампы. О, сколько земли в ней. Видите? Старая штучка. Очень старая. Очень старая. Если бы лампа целая была бы, вообще цены не было бы. Ну еще для коллекции сойдет. Итак, ищем далее. Так, а теперь мы переходим на уровень антиквариата. Вот такая ручка мне выпала. Интереснейшая. От сундучка. Скорее всего. Где золотишко лежит. Видите? Красота. Так делать же умели ранее. Красота. Вся в патине. Красивая ручка такая. Думаю, видно? Нет? Нет, не видно. О, звенит в ушах. Убивает меня. Вот. Красиво. Да. Поле чудес, прям сказать. Назову это видео поле чудес. Да. Но вот эти вот линии, они меня убивают. Ну что, продолжаем. Делюсь снова находкой. Решил с ней поделиться. Вот. Монетка. Ну что ты такое? Неизвестное чудо. Ничего здесь не сохранилось. Ой, падает на голову снег. Вот такая штучка, монетка. Минут 30 было, как монету не находил, но уже есть. Опа, орел решка. Погнали далее. Еще минут 30 похожу, наверное, и домой поеду. Хватит 4 часа хожу. И, друзья, тут удивительное такое дело. Удивительно в чем? Так, в том, что сейчас вытащил я вот эту вот железку. Видите? Видно, да? Ну, раздвинул я чуть-чуть. А там внутри сейчас. Вот здесь у меня вот что есть. Не знаю, монета это или что. Такая железка круглая. Ну, почему она заостренная, не знаю. Так, вот в чем дело. Сейчас будем смотреть. Может, кошель был какой? А может, был, а может, не был. Но-то на монетку-то похоже. Но не скажу, что и монетка. А почему круглая? Вопросы без ответов. Сейчас пробью еще вот эту территорию. Может, от нее что-то еще есть, осталось. А прикинь, если бы там золото было бы. О-ла-ла. Даже не хочу думать. Едем, ищем. Не думал я, что устану собирать монеты. Но я устал уже их собирать.
Ох ты. Ох ты. Ох ты. Так, это 1 лярд. Французский. Эпохи Людовика. Так. Людовик не вырисовывается, к сожалению. Ну, надпись есть. Так. Лярд. Лярд де Франс. Категория Б. Ну еще пойдет. Едем. Народ, гляньте на мою находку. И что мне с ней теперь делать? Для тяжеловесов. Та-да-дам! Бам-бам-бам! Подкова. Она килограмма 3, наверное, будет. Али. Интересно, для чего это? Или это не подкова? Да нет, это не подкова. Может, изделие было для подковы? Вот такая штучка. Ха. Я думаю, подкова. Но это не подкова. Да. Окей. На этом я сваливаю до дома. Хватит, думаю, уже. Вот у меня такая находка. Железка, не знаю, что это. Заостренные 4 ножки. Вот. Ну, не знаю, что. Короче, если будут еще находки по пути, там метров 200 мне покажу. Если нет, то на этом все, да. Всем удачи в копе, в делах, там, в жизни. Ассаламу алейкум.